Добрый вечер. Это программа «Итоги дня» на телеканале Якутия-24. Прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Нерабочие дни в Якутии. Глава республики Айсен Николаев подписал указ, какие сферы и отрасли не будут работать с 30 октября по 7 ноября. Ковид при беременности. Как протекают роды у инфицированных коронавирусом рожениц, лечение и профилактика. Внимание, гололед. Из-за аномальной октябрьской погоды в Якутске уже зафиксировано более 100 ДТП и травмы пешеходов. Цифры и факты в нашем сюжете. Осторожно, мошенники. В Якутии за год уже больше 2000 телефонных и киберпреступлений. Сумма ущерба более 200 миллионов рублей. Как защититься населению? Перепись населения. Более 40% якутян уже прошли процедуру. Как принять участие тем, кто еще этого не сделал? Нерабочими днями в Якутии объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Указ подписал сегодня глава республики Айсен Николаев. Какие сферы и отрасли не будут работать в указанный отрезок, а какие будут и в каком виде? Все подробности у нашего корреспондента Мадины Халиковой. Куда можно, а куда нельзя? Где потребуют QR-код? Неужели опять полный локдаун? Этими вопросами сейчас задаются тысячи жителей. Объявленная президентом нерабочая неделя с сохранением заработной платы начнется уже с 30 октября до 7 ноября. И пока у нас есть время подготовиться к ограничениям, давайте разберемся, кого они коснутся. Глава республики подписал указ о нерабочих днях. И так, чтобы зайти в кафе, ресторан, нужно предъявить QR-код о вакцинации, справку о медотводе или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. А вот доставка без ограничений. Знают ли об этом якутяне, мы спросили на улице. Запрета на все развлекательные заведения, не знаю, там. Ночью, да? Ночью на развлекательные всякие меры. Вирус еще распространяется, поэтому какие-то меры нужно принимать, с одной стороны. Это правильно, потому что не все носят маски, не все социальную дистанцию соблюдают. В любом случае, следующая неделя особо и не рабочая была, там 3 рабочих дня фактически. Так что ничего и не меняется особо. Согласно указу, я так понял, будет обеспечиваться функционирование в любом случае всех госорганов. Магазины вроде работать продолжать будут согласно указу, так что они... Ничего серьезного, по-моему, не будет меняться. Я так понимаю, что большинство предприятий будет работать с QR-кодом, а те предприятия, которые закрываются совсем, это фитнес-залы, массового скопления людей места. Попасть в медорганизации, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, можно без ограничений. Также деятельность продолжают гостиницы, хостелы, промышленные предприятия, организации непрерывного и жизнеобеспечивающего производства. Работа остальных приостанавливается на определенный указом срок. Объектов общепита, которые работают на фудкортах, они могут работать, опять же, на доставку. Но торговые центры, соответственно, должны не допускать посадки граждан на объектах питания. По магазинам, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, это непродовольственные магазины, в которых есть определенный перечень в соответствии с указом. Это 25 наименований товаров первой необходимости. Здесь необходимо понимать, что в данных магазинах от общего ассортиментного перечня должно быть наличие не менее 20% товаров, которые указаны. Что касается культурной программы, посетить театр, посмотреть кино, сходить на выставку можно, но только по предоставлению сертификата о вакцинации. Детям же необходимо прийти в сопровождении взрослого, у которого есть QR-код. То, что мы ввели эти коды, QR-коды, послужило основанием для того, чтобы в 30-го, когда будет, скажем, массовое закрытие многих торговых точек и прочих, культурные заведения будут работать. Да, для нас это большая ответственность. Мы будем соблюдать и масочный режим, и все рекомендации, которые делает Роспотребнадзор нашей республики. Строго будем соблюдать, чтобы входили только вакцинированные граждане по этим QR-кодам. И оно зато даст возможность нам общаться, даст возможность жителям нашей республики прикоснуться к красоте. На каникулы уходят школы и секции, но тем не менее в детских садах заработают дежурные группы. Кроме того, режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, не прошедшие полный курс вакцинации. А работодатели впредь должны предоставить сотрудникам 2 выходных оплачиваемых дня на вакцинацию.
В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. Несмотря на сбалансированность указа, где учитывают интересы и людей, и бизнеса, граждан все же призывают воспользоваться нерабочими днями как возможностью остаться дома, максимально ограничить контакты. Это позволит остановить распространение болезни, сохранить свое здоровье и снять нагрузку с медработников в период пандемии. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Тем временем, по данным оперативного штаба, еще 277 человек заразились коронавирусом по республике за минувшие сутки. Из них в столице 140 случаев заражения, в Вилюйском районе 13, в Амгинском, Алданском, Хангаласском районах по 12 случаев, в Мегино-Хангаласском 11, в Намском, Тампонском и Усть-Алданском районах по 9 случаев, в Мирнинском 8, еще в 10 районах от 1 до 6 случаев заражения коронавирусом. Данные на ваших экранах. Ну а как с эпидситуацией обстоят дела в Ниренгринском районе, рассказывает наш корреспондент Екатерина Павлова. Заболеваемость респираторными инфекциями в Нерюнгринском районе выросла на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Так, сегодня это почти 800 случаев, причем болеют как дети, так и работающее население. По коронавирусной инфекции также отмечается прирост заболеваемости. За предыдущую неделю было установлено 94 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю уже зафиксировано 112 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 22 ребенка с различными степенями тяжести, в том числе и с признаками пневмонии. Как отмечают специалисты, тяжесть заболевания напрямую зависит от вакцинации. В Нерюнгринском районе вакцину получили почти 27 тысяч жителей. Вторым компонентом привиты 17 800 граждан. Ревакцинированных нерюнгринцев сегодня порядка 600 человек. Более активно население пошло на вакцинацию. В среднем у нас по пункту вакцинации, за последние дни пошло увеличение, проходит в среднем 50 человек. На сегодняшний день дополнительные пункты вакцинации у нас имеются. ДК Пушкина работает с 9 до 5 часов, торговый центр «Планета» с 11 до 5 часов. И сейчас планируем опять открыть дополнительный пункт вакцинации в Мире. Также вакцинация у нас проводится во взрослой поликлинике по предварительной записи и поликлинике профосмотров. По поселкам вакцинация проводится, соответственно, в поликлиниках. Контроль за соблюдением правил безопасности в районе продолжается. Кроме того, вводятся дополнительные действия, которые могут воспрепятствовать вспышечной заболеваемости. Речь идет о запрете массовых мероприятий, введению QR-кодов при посещении заведений. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутские предприятия намерены начать производство жидкого медицинского кислорода, применяемого для лечения коронавирусных больных. Таким образом, компания «Саха Агроплем» направила заявку на получение лицензии в Минпромторг России. Также предприятию необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора. Кроме того, на сегодня в Якутии уже есть предприятия, которые производят кислород для других отраслей – Кислород Якутии, Витор и Лорб. Однако лицензия на изготовление именно жидкого кислорода имеется только у Ниренгринского предприятия под названием «Кислород Якутии». На данный момент медучреждения обеспечиваются кислородом поставками из Хабаровска. Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса. Согласно этому документу, сертификат будет содержать в себе основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, место жительства, дату формирования документа. Кроме того, в сертификате предусмотрено место для QR-кода. В нем будет отмечено, что когда, какой вакциной и где привился человек. Также в документ внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний
и о ранее перенесенном заболевании. Сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее, чем через 3 календарных дня после прохождения иммунизации. При этом можно получить сертификаты на бумажном носителе. Количество маршрутных автобусов, курсирующих по Ленску, планируется уменьшить на время нерабочих дней, введенных в республике с 30 октября по 7 ноября. По информации руководителя перевозчика, с маршрута номер 1 снимаются все автобусы. На маршруте номер 2 будут работать 2 автобуса, на маршрутах 3, 4 и 5 будут курсировать по 1 автобусу. Также он напомнил, что в автобусах действует масочный режим, граждан без средств индивидуальной защиты не будут впускать в салон. Новое расписание автобусов в Ленске будет представлено позже. К другим новостям: более 100 дорожно-транспортных происшествий и порядка 1000 травм получили жители Якутска в результате гололеда в эти дни. Погодные аномалии, которые наблюдаются с начала октября в столице региона и ряде районов Якутии, преподнесли немало хлопот гражданам. Репортаж Дмитрия Тымырова. Гололед стал причиной многих автоаварий и заторов на дорогах столицы. Госавтоинспекция ежедневно фиксирует несколько десятков ДТП. А по всей республике эта цифра достигает порядка 200, а то и больше. За прошедшую неделю на дорогах республики произошло 117 дорожно-транспортных происшествий. В 11 из них пострадали 13 человек, к сожалению, 1 погиб. Последние дни на город Якутск и многие районы республики обрушивается обильный снегопад с резким дневным потеплением и вечерними и утренними похолоданиями, что образует на дороге гололед. В связи с этим госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Также из-за гололеда граждан, обращающихся в медицинские учреждения за помощью по сравнению с прошлым годом, выросла в разы. Врачи говорят, что население не сидит дома, а гуляет на улице. В связи с этим число травм увеличилось. С 11 октября у нас общая, получается, первичная обращаемость 1281, а по гололеду 695. Получается, в сутки около 100 обращений первичные, из них 54% по гололеду. В основном у нас бывают переломы наружных лодыжек, а также дистальной метафиз лучевой кости, также шейки бедра. Впереди длинные выходные, и госавтоинспекция просит водителей транспортных средств соблюдать все меры безопасности на дорогах. Обязательно соблюдать скоростной режим. Пешеходам при переходе дороги быть предельно внимательными. Водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю в обязательном порядке. Быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов. Также быть особо внимательными при проезде возле детских учреждений. Что касается граждан, то тут врачи рекомендуют воздержаться от употребления алкогольных напитков, так как зачастую из-за этого люди в конечном итоге попадают в травмпункты. Лучше на выходных сидеть дома и заняться домашними делами. Хочу посоветовать гражданам на текущий момент обеспокоиться о антискользящих защитных мерах, избегать покатых поверхностей при посадке и высадке с автобусов и других способов транспорта, придерживаться поручней в обязательном порядке, ограничить потребление алкоголя в праздничные дни. Достаточно часто в вечернее время обращаются пациенты, именно связанные и с гололедом, и с алкогольным опьянением. Также постараться для пожилых людей все-таки ограничить свое пребывание на улице. Если такой возможности нет, то обязательно использовать трости с наконечниками. Между тем, как сообщают синоптики, такая температура воздуха сохранится в ряде районов Якутии до конца этой недели. А со следующей обещают постепенное похолодание. Так что позаботьтесь о своей безопасности, носите удобную обувь, одевайтесь по погоде и будьте осторожны на дорогах. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Собаку, бегавшую по неокрепшему льду, спасли на городском пляже в столице республики. Вызов поступил от хозяйки пса, которая сообщила, что во время прогулки отпустила животное вместе с поводком. Собака начала бегать по льду и, дойдя до дрейфующего лодочного причала, запуталась на нем в поводке. Прибывшие на место спасатели оценили обстановку, обратились за подмогой к дежурившим неподалеку судоводителям воздушных подушек.
На клич откликнулся Анатолий Колхидов. На его хивусе спасатели смогли быстро добраться до причала и вызволили собаку из западни, передали хозяйке. Инспектор управления Россельхознадзора по Якутии и сотрудники ДПС по Нерюнгринскому району на 362-м километре дороги Лена пересекли попытку транспортировки 4 тонн продукции животного происхождения, а именно рога северного оленя. Груз возвращен на место отгрузки. Подконтрольный Госветнадзору груз следовал из села Аргаско-Бяйского-Луса в город Уссурийск Приморского края. Но при анализе данных установили, что в ветеринарном свидетельстве формы номер 3 не указано сырье, что не позволяет установить происхождение животноводческой продукции. Тайники и фасовку наркотиков делали жители Якутии, а руководили ими кураторы из Петропавловска-Камчатского. Первыми задержали семейную пару. Их поймали в тот момент, когда они оборудовали один из тайников. У них были изъяты крупные партии растительных и синтетических наркотиков. Затем в ходе расследования в Якутске был задержан 36-летний житель Камчатки, который прибыл в столицу республики для распространения запрещенных веществ. Девушку задержали в аэропорту города Елизово Камчатского края при попытке покинуть город. Она рассказала, что в Якутске действует еще один член преступного сообщества, который занимался фасовкой наркотиков. В результате оперативных мероприятий в Якутске, Петропавловске, Камчатском и Москве было изъято порядка 1 килограмма растительных наркотиков, более 500 граммов синтетических веществ и около 50 граммов героина. С начала этого года в Якутии зарегистрировано более 2000 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Речь идет о телефонном и кибермошенничестве. Сумма ущерба уже перевалила за 230 миллионов рублей в этом году. Раскрыть такие преступления немного сложнее, чем обычно, говорят правоохранители, так как уловки звонящих с каждым разом становятся все изощреннее. Репортаж Ульяны Шагиной. Прекратите, пожалуйста, разговаривать с мошенниками. Это видео разлетелось по соцсетям и пабликам и повергло в шок даже бывалых полицейских. Все снятое не реконструкция, происходит с реальным человеком. На кадрах полицейские пытаются объяснить пожилой женщине, что, возможно, она разговаривает с мобильными преступниками. Но его словам пожилой человек не верит. Когда они начали вам звонить? Кто? Мошенники. Не мошенники. А кто это? Ваш сотрудник. Как вы поняли, что это наш сотрудник? Ну, потому что он Что? представился. Бабушка на видео в результате общения с мошенниками потеряла 880 тысяч рублей и, скорее всего, уже не сможет их вернуть. Схожий с алихардской бабушкой случай произошел недавно в Ленске. На телефон ленчанки позвонили псевдосотрудники МВД и попросили перекинуть деньги со счета на Киви кошелек, так как только что их попытался снять незнакомый мужчина по доверенности. Женщина поверила и потеряла больше 100 тысяч рублей. Случай в Ленском районе далеко не первый. С начала года их уже более 50. Из них 14 уголовных дел мы отправили в суд. И 31 уголовное дело приостановлено в связи с отсутствием лица в качестве привлекаемого обвиняемого. Способы обмана у телефонных мошенников с каждым разом становятся все изощреннее. В Нерюнгре дочь потерпевшей разместила рекламу о продаже домашних крыс. В результате звонка потенциального покупателя, как оказалось, мошенника. Они лишились денег. Мы сообщили номер карты. Потом нас попросили продиктовать номер СМС-сообщения, код, который должен был прийти мне на телефон. Мы его взяли, продиктовали. И тут же произошло списание с моей карты в размере 43 тысяч. Наиболее распространенные виды телефонного мошенничества вы видите на своем экране. СМС-просьба о помощи сегодня уже классика среди преступников. Помимо этого, преступники могут с одноразовых номеров звонить и принуждать своих потенциальных жертв перевести деньги с карты на карту. Звонить с платных номеров, чтобы тут же снять деньги с вашего счета. Говорить о каком-либо суперпризе, который достался только вам. Просить назвать какие-либо СМС-коды и многое другое. Последняя же схема обмана, она самая новая, называют правоохранители, когда мошенники, позвонив с незнакомого вам номера, тут же скидывают трубку. Это делается для того, чтобы обойти систему автоматической фильтрации звонков. Быстрый сброс не даст телефону распознать спам-номер. Тут главное не перезванивать по пропущенному вызову, чтобы не начинать разговор с преступником. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск, Ленск, Нерюнгри.
5 авиакомпаний прошли отбор на выполнение субсидированных рейсов для льготников из республики в 2021 году. Из аэропортов Якутска, Мирного, Удачного и Нерингри якутян будут перевозить как региональные авиакомпании, так и перевозчики-нерезиденты. В список вошли АК Якутия, Алроса, АК Сибирь, Уральские авиалинии и компания ЮТЭЙР. Напомним, к льготной категории граждан относятся граждане до 23 лет, женщины старше 55, мужчины старше 60 и инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающий ребенок-инвалид с сопровождающим, инвалид с детства второй или третьей группы, также многодетные семьи. В рамках рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. На площадке правительства страны главы регионов и представители федеральных министерств и ведомств обсуждают ряд важных вопросов. В рамках встречи планируется подвести итоги Восточного экономического форума, затронуть вопрос реализации в субъектах реформы контрольной и надзорной деятельности. Еще одна актуальная тема повестки – дополнительное финансирование регионов Дальнего Востока на охрану лесов от пожаров. В этом году непростая обстановка была с лесными пожарами. Особенно пострадала Якутия, на территории которой возникло 1677 лесных пожаров. Минприроды подготовлен ряд предложений по борьбе с пожарами. О них доложит министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович Козлов. Компания «Метадор Дев», выпускник акселератора Б8 и станционный резидент IT-парка «Якутск» разработала платформу, которая позволит избежать появления долгостроев. Решение предназначено для оптимизации инвестпроектов нефтегазовой, машиностроительной, строительной, банковской сфер и ритейла. Выпускники РГУ «Нефти и газа» имени Губкина Александр и Михаил Гурины, а также Михаил Шептухин создали платформу для оценки, расчета и бюджетирования инвестпроектов. Система позволяет ускорить процесс на этапе согласования, отслеживает показатели, влияющие на эффективность работы. Кроме того, предупреждает о внутренних и внешних рисках и подсвечивает проблемные стороны, из-за которых появляются проекты долгостроя. Более 40% от общего числа населения Якутии приняло участие в общероссийской переписи. Республика сохраняет лидирующие позиции по этому показателю по стране. Как проходит процедура в республике, как принять участие тем, кто еще этого не сделал? Сюжет Власии Сергеева. Перепись населения проходит 3 способами. Традиционно на дому, в стационарном участке, а также на едином портале госуслуги. Последний вариант в условиях пандемии обретает все большую популярность среди якутян. Так порталом воспользовались 11,2% от общего числа опрошенных. Это совершенно несложно. В общем-то, это занимает, в зависимости, конечно, от количества человека в семье, но в среднем семья из 3 человек занимает не больше 10 минут перепись. Ничего сложного нет, но если возникают какие-то проблемы, можно обратиться и по телефону, который указывается у нас на сайте и так далее. Там подсказки, все, куда переходить, что где смотреть, везде можно все посмотреть, ничего сложного. Активно ведется перепись и традиционным способом. Аккредитованные переписчики в специальной форме обходят дома и квартиры якутян. В процессе переписи ими заполняется анкета, состоящая из 40 вопросов, ответы на которые в дальнейшем помогут комплексно оценить демографические и социально-экономические характеристики региона. Перепись населения проходит для решения государством нашим социальных проблем. Как живет человек, в каких условиях, сколько, работа. Я считаю, что это обязательно. И каждый гражданин должен понять это, что перепись нужна для нашего же благосостояния. В общей сложности на территории республики работу ведут более 1500 переписчиков. Внести лепту в общее дело решил и наш коллега, телеведущий Иван Лазаренко. Он отмечает, что неотъемлемым помощником переписчика выступает планшет, который значительно облегчает процедуру. Ну, можно сказать, что и эта перепись уже первая цифровая, потому что никаких переписных листов нет абсолютно. Все данные вносятся в планшет. И, как отмечают в Сахастате, на обработку результатов идет не 3 года, как раньше, а всего год. Может быть, бывает иногда тяжело чисто физически, потому что, все-таки это ходьба, это на ногах, это стоя, это
А так интересно, здорово. На сегодняшний день в Якутии перепись прошло более 40% населения. По этому показателю республика продолжает сохранять лидирующие позиции. Перепись продлится до 14 ноября. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске стартовал 6-й международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Для участия прибыли переводчики, журналисты и поэты из Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Башкортостана, Карелии, Татарстана, Хакасии и разных регионов России. Первым делом гости и поэты Якутии возложили цветы у памятника Семена и Сафрона Даниловых. Именно стих народного поэта Семена Данилова вдохновил на организацию этого международного фестиваля. Проект направлен на обогащение будущего поколения и сохранение языкового многообразия, а также распространение национальной литературы на языки других народов. Программа фестиваля предусматривает различные онлайн-встречи с читателями, поэтами и студентами. Когда я переводил стихотворение «Снег» Данилова, я заметил, вот примерно 20% у нас 20-30% схожи языки. После таких фестивалей в основном поэты с друг другом знакомятся, будут произведения переводить друг друга. Очень актуально это такое мероприятие. Про Данилова свое это у нас плохо знает его, поэтому я о нем, о его творчестве, биографии немножко кратко написала, и о фестивале написала, и привела стихотворение «Снег», который символ этого фестиваля. Храму святителю Иннокентию Московскому в Ленске исполнилось 20 лет. Он имеет уникальную историю. Строительство церкви началось накануне масштабного разрушительного наводнения 2001 года в Ленске, в результате которого пострадало 30% от города. Но площадка, на которой было решено построить храм, оказалась не затронута водой. Более того, не унесло и складированный там стройматериал. Сам же православный приход в Ленске функционировал с 1993 года. Храм святителя Иннокентия для ленчан имеет огромную значимость. Там крестились тысячи горожан и сотни венчались. Венцом, итогом окончания восстановления города Ленска было завершение строительства и освящения нашего храма 23 сентября 2001 года тогдашним управляющим Якутской епархии владыки Германом Моралиным с участием духовенства в присутствии руководства республики был освящен наш замечательный храм, который действительно стал символом возрожденного Ленска, символом какой-то надежды на будущее, потому что все помнят в 2001 году, какие были настроения, даже обсуждался вопрос о переносе города. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Смотрите Якутию 24, будьте всегда в курсе.